Без QR в Коме не перекусить, не посетить спортивные и культурные мероприятия. Жители без штрих-кодов уже столкнулись с отказом оказания услуг. Система пропусков по QR-кодам продолжает работать в ресторанах и кафе, на спортивных объектах, в гостиницах, в театрах и концертных залах. На тех, кто сделал прививку или переболел ковидом, введенное новшество никак не отразилось, чего нельзя сказать о других жителях Коми. При этом вынужденная мера позволяет работать с организациям на полную мощность. Тему продолжит Наталья Юрина. QR-код есть у вас? Какой нету? Дело в том, что сейчас обслуживание идет только с QR-кодом, остальные только на вынос. Да я ничем не болею, да. Я не болела. Сильный иммунитет и гражданская позиция в организациях сферы услуг при требованиях штрих-кода больше не аргумент. Жительницу Усть-Куломского района в столовой отказались обслуживать при свободной посадке. В итоге пенсионерка ушла голодной. Для подкрепления в кафе и ресторанах Коми посетителям нужен QR-код, подтверждающий перенесенный ковид и вакцинацию. При этом оформить заказ на вынос можно без проблем. Для посещения спортивных центров тоже нужен штрих-код. По важности он наравне с абонементом. Для считывания черно-белых знаков дополнительного оборудования закупать не пришлось. Большинство учреждений проверяют наличие кода с помощью телефона и планшетов через встроенную программу и через приложение госуслуги «Стоп коронавирус». Да. Вот есть у вас? Перекиньте, пожалуйста. Спортсмены на занятия приходят уже подготовленными. Без дополнительных вопросов сразу протягивают проходной код. Надо было вакцинироваться, так надо. Ну, спортом хочу заниматься, пришлось вакцинироваться. Че, куда деваться-то, приходится подстраиваться. Да. Это, единственное такое верное решение для того, чтобы как-то народ заставить вакцинироваться и побороть эту болезнь, ковид. Мне кажется, правильное решение, да. Полностью поддерживаю, у меня QR-код есть. По поводу QR-кода, наверное, нам покажет только время. А по поводу вакцинации, я считаю, необходимо, потому что свое здоровье и здоровье окружающих важнее всего. Как отмечают в спортивных центрах, введенное новшество все-таки отразилось на спросе ряда услуг. Если в обычный день запись была плотной, сейчас же места пустуют. На сегодняшний момент у нас написано 6 заявлений о возврате денежных средств. Но я думаю, что это не очень большой все-таки процент относительно всех наших клиентов. Конечно, снижение спроса есть. Скала, так скажем, полупустая. Большая часть, наверное, взрослого населения не готова еще, наверное, предоставить QR-коды, потому что не все еще пришли к этому, не привились. То есть, я думаю, что вот эта неделя сподвигнет многих для того, чтобы сходить и провакцинироваться. В фитнес-центрах надеются, что со временем по количеству посетителей в нужный режим войдут. Несмотря на новшества, здесь по-прежнему соблюдают предписанные Роспотребнадзором меры безопасности. Бесперебойно работают рециркуляторы воздуха, проходит санитарная обработка поверхностей. В гостиницах, театрах, кинотеатрах, музеях, концертных залах, салонах красоты QR-код также при входе необходим. Исключение – дети. Им штрих-коды не нужны. В Коми из-за сложной эпидобстановки ограничения коснулись преимущественно организации сферы услуг. Во многих регионах России QR-код требует во всех организациях, за исключением продовольственных магазинов и аптек. Наталья Юрина, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.